Вітаю! Як завжди в четвер ввечері на телеканалі АТР ток-шоу «Перехрестя». Вчора, 21 березня, кримськотатарська громадськість відзначала 161-ю річницю з дня народження великого тюркського мислителя, педагога та засновника першої кримськотатарської газети «Терджіман» Ісмаїла Гаспринського. Саме його відомий вислів «Єдність в думках, мові та справах» стала своєрідним девізом для кримськотатарського національного руху. Саме тому, шановні глядачі, ми запропонували вам сьогодні обговорити тему єдності кримськотатарської нації і пропонуємо вам взяти участь в інтерактивному опитуванні, відповівши на запитання, чи вважаєте ви, що єдність кримськотатарського народу знаходиться під загрозою? Якщо ви хочете відповісти так, то телефонуйте на телефон 55 13 06. Якщо ви так не вважаєте, тобто хочете сказати ні, телефонуйте за телефоном 55 13 07. Ну і як завжди, ви можете взяти пряму участь в обговоренні нашої теми, зателефонувавши в студію за телефоном 55 13 05. Чому ми поставили таке запитання? Тому що в останні часи дуже багато розмов про те, що єдність кримських татар знаходиться перед великими викликами, чи то провокаційними діями політичних груп, чи то діяльністю спеціальних служб іноземних держав, чи то з іншої причини. В чому, взагалі, справа, ми вирішили розглянути в нашому сюжеті. Будь ласка. Під час публічних заходів кримськотатарські політики полюбляють експлуатувати відомий вислів Ісмаїла Гаспринського «єдність в мові, думках, справах». При цьому обов'язково наголошується, що єдність народу є найважливішою мовою його існування. Однак, якщо спробувати конкретизувати поняття «єдність», виникають певні питання. Що мають на увазі політики, говорячи про єдність народу? Голосування на виборах за єдину політичну силу чи підпорядкування єдиному центру прийняття політичних рішень, а може розуміння спільної мети та засобів її досягнення? Між тим, все частіше можна почути від співвітчизників, що народ вже не такий єдиний, як раніше, коли натхненних поверненням на батьківщину кримських татар об'єднували спільні для більшості з них проблеми – пошуки житла, роботи, боротьба з дискримінацією та віра в кращі для народу часи. Саме в таких умовах була сформована система національного представництва, в якій найважливіше місце зайняв національний з'їзд Курултай, покликаний, поєднавши різні погляди, позиції, думки, приймати рішення щодо подальшого розвитку нації. Однак в останні роки почали з'являтися групи активістів, які не погоджуються з рішеннями Курултаю і намагаються запропонувати своє бачення засобів вирішення кримськотатарського питання. Така ситуація призводить до того, що все частіше чути про загрози єдності кримськотатарської нації, політичні провокації чи цілеспрямовану діяльність спецслужб іноземних держав. Виходить, що заповіт великого мислителя в багатьох випадках залишається красивою фразою, що прикрашає промови політиків, а не втілюється в життя їхніми практичними діями. Що ж таке єдність кримськотатарського народу? Чи дійсно загрожує єдності кримських татар щось в цьому світі? Ми запросили в студію обговорити активних діячів кримськотатарського національного руху, ветеранів, і я хочу вам їх представити. Це член Ради старійшин кримськотатарського народу НАМУЗ, відомий ветеран національного руху Рефат Годженов, делегат Курултаю кримськотатарського народу Алі Озінбаш, це член правління Ліги кримськотатарських жінок Хатіджи Мамуд та голова Кейнешу Міллі Фірка Васфі Абдураїмов. Добрий вечір, панове. Я дуже радий, що ви завітали до нас в студію. Обговорити це дуже актуальне, на мій погляд, питання для сьогодення, для кримських татар. І перше питання у мене буде до найстарішої людини, яка присутня тут в студії. Це Рефат Агасис. Будь ласка, скажіть, як сьогодні потрібно розуміти питання єдності? Sağ olunuz, birincide. Bugün bir yerge teklif etkeningizge büyük teşekkürler bildirem men Sudak region halkından bu mevzumları alıp varganыңызга büyük teşekkürler. Sağ olunuz. Birincide bizning en belli adamımız, hocamız İsmail Gasprinski bizler üçün o'zining 60 yillik faoliyatini davomida 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 60 yillik faoliyatini davomida
сөздерін қалдырды. Бұл да болса fikirde, dilde, işte bir olayıq deyip. Halkımız ana vatanına fikirde, dilde, işte bir olup Allah'a şükür mına qaytып keldik, vatandayıq. Lekin sonki vakitlerde bizim meseleler hepsi kezilmedi. Onun için bu işlerde biraz anlaşmamazlıklar ola aramızda. Gelişmemezlikler ola. Bunların hepsini doğrultmak için bizler akıl fikirle işleyişimiz gerek. O isteklerimizni hepimiz birleştirip bir yolda yürüşümüz gerek. Birbirlerimizi hürmet etişimiz gerek. Bir olup hükümetimize ve dünyada olgan başka bir güçlerge müracaat etişimiz gerek. Yardım etiniz bizge. Якше. Дякую за таку от, взагалі думку. Васибій, Ріфат Ага все ж таки підтвердив мою думку про те, що все ж таки сьогодні єдність кримських татар, вона все ж таки під питанням таким великим. Як ви вважаєте, що таке єдність і чи дійсно загрожує щось сьогодні єдності кримських татар? Я бы вот как раз-таки не согласился бы с тем тезисом, который, или опасением, о котором говорит Рифат Ага, о том, что единство крымско-татарской нации, народа находится сейчас под некой, испытание проходит, да, или под угрозой находится, как вы говорите. Наоборот, мне кажется, сейчас как раз наступает момент, когда вот это вот отсутствие должной сплоченности в достижении общенациональных, глобальных таких проблем, она сейчас вот как раз восстанавливается, воссоздается. Потому что нация, народ, этнос – это же не как бы одинаковые шарики, да, которые можно было сложить в какую-то коробочку, вот тебе единство. Нет, конечно. Разные группы интересов, разные профессиональные интересы. Вот. Так як ви розумієте тоді єдність? Едность может быть только в том, мы едины, знаете, в чем? Что мы до сих пор в независимой Украине на протяжении 20 лет как нация находимся, я, может быть, скажу резко, находимся как нация именно в бесправном положении. Мы не признаны в этом государстве как нация, как народ, нигде это не зафиксировано. Вот это нас объединяет. И если все силы интеллектуальные, политические, культурные будут направлены на решение этой главнейшей задачи, это и будет обеспечить то необходимое единство, о котором говорил ви великий вважаєте, що сьогодні Гаспринский. всі сили кримських татар не направлені на вирішення цієї Нет, проблеми? конечно. Конечно, вот сейчас объединенных усилий в решении достижения главнейших задач, во-первых, те задачи, которые объявлялись и в представительном органе, и в общественных структурах, да, мы уже как-то об этих задачах забыли или не так активно и продуктивно их добиваемся. Но прежде всего, это закон о восстановлении наших прав, который мы можем требовать принятия по двум причинам. Во-первых, это было все на законодательном правовом уровне уже достигнуто в период 89-91 года принятием соответствующих законодательных актов с СССР. И второй момент с опорой на международное право, например, на такой фундаментальный документ, как Декларация о правах коренных народов. Дякуємо, Василій. Ми продовжимо. Хатіче Ханум, скажіть, будь ласка, у мене вже таке враження з'явилося, що коли ми говоримо про єдність, ми маємо на увазі, в принципі, політичну єдність. Так, коли ми говоримо про загрози, ми говоримо про роз'єднання, розкол в політичному плані чи взагалі нації як такової? Во-первых, я тоже хочу поблагодарить за то, что вы нас пригласили поговорить на именно вот такую животрепещущую тему, которая она трогает всех крымских татар. Сегодня Навруз, такой праздник объединяющий именно. И я считаю, что нашему народу раскол не грозит. И если есть какие-то политические силы, которые считают, что что-то у нас неправильно, кто-то движется в неверном направлении, то я считаю, что эти политические силы должны показать, как надо.
предложить что-то. Вот сейчас я послушала Рифат Ага, послушала Васфи Абдураимова. Они говорят, в принципе, об одном и том же. Причем уважаемый Васфи Бей сейчас сказал, что он не согласен с Рифат Ага, что ничего не угрожает. И вместе с тем у нас нет сплоченности. Это четко прозвучало. У нас есть сплоченность, у нас есть народ. Этот народ, не дожидаясь никаких преференций, ничего, по зову сердца двинулся на свою историческую родину, в большинстве своем переселившись исключительно за счет собственных сил, средств, желаний. И именно стремление быть единым целым, идентификация себя каждого крымского татарина, как крымского татарина, у которого единение с этой землей, с этим историческим местом, откуда все произошли крымские татары, то вот это было движущей силой, и именно это объединяло и на сегодняшний день объединяет. Я полагаю, что вот это вот, ну, как бы говорить о том, что у нас есть проблема, мы разъединены, есть раскол, это неправда, это политическая, ну, инсинуация, если можно употребить этот термин. И она служит определенным политическим силам для того, чтобы обозначить себя. Вот мы другие, мы предлагаем что-то другое, но а на чем сыграть? На том, что вот, оказывается, мы разобщены и нужно объединить под какое-то начало. Нет, я с этим не согласна. Я считаю, что с момента, как мы сюда переселились, и составили какое-то уже вот большинство от крымских татар, у нас были созданы наши национальные органы самоуправления. Это Курултай, это его представительный орган Меджлис. И я считаю, что этих структур достаточно для того, чтобы нас надлежащим образом представлять. Причем и перед иностранными какими-то общественными и государственными организациями, так и в Украине. И этого вполне достаточно. Дякуємо, Хатіджітел. Алібей, прозвучало про Курултай. Ви як погоджуєтесь з Хатіджі Ханом, що достатньо, в принципі, Курултаю для того, щоб вирішити, ну, Курултаю і всі системи національного самоврядування кримських татар чи національного представництва для того, щоб вирішити ті нагальні проблеми, які існують сьогодні, стоять перед кримсько-татарським народом? Ну, хорошо, что вот девушку пригласили к нам, и она напомнила, что праздник, поэтому я поздравляю всех телезрителей с этим праздником. Вот. И заранее хочу извиниться перед многими своими соплеменниками, потому что буду говорить на русском языке, потому что аудитория, по всей вероятности, в большинстве своем русскоязычная на эту передачу собралась. Вот. И поэтому я все-таки на первый вопрос отвечу на этом языке, а потом уже надеюсь перейти на родной. Будь ласка. Итак, вот вообще интересно, перекресток как бы предполагает какой-то спор, разность мнений, а у нас прямо сегодня все мы в унисон говорим, Ну, знаете? поки що. И я с себе тоже согласен, что вот нет у нас, понимаете, раскола в народе. Нет. Тому Ну, звідки, якщо розкола звідки ні, беруться да. оці всі А тут- розмови? а откуда же В СМІ, розговор? в розмовах політиків, експертів, пересічних громадян взагалі. Абсолютно правильно. Более того, вы репортаж показали. Какой-то митинг, какие-то лозунги, сжигание каких-то кукол. Это же просто, ну, некрасивые вещи. Так откуда же это взялось? Оказывается, есть у нас некие люди, группы людей, скажем так, которые позиционируют себя с врагом, каким-то Меджлису Курултаю, в свою очередь объявляя эти органы врагом народа. И таким образом раскола в народе нет. Но конкурирующие группы, скажем, появляются. Тобто все ж таки ми мову ведемо про політичну єдність чи політичний Вы розкол. знаете, даже политически я ее не могу назвать, потому что они претендуют на политическую оппозицию. Но я не могу дать им этого права, потому что политическая оппозиция предполагает собой разность мнения, отличную идею, которую они отстаивают, либо даже пути отстаивания одной и той же идеи. Но мы в оппонентах Курултая и Меджлиса не видим таких идей, не видим таких мыслей, не видим таких программ. Дякуємо, Мы Алібей. видим только ругань вот этих вот органов, Дякую, скажем Алібей. так. Васфі, ви відносите себе до опозиції Курултаю чи Меджлісу кримськотатарського народу? Ви, я маю на увазі вашу
організацію? Ну, во-первых, я на сегодняшний день не рассматриваю Курултай Меджлис как представительный орган. Я ее рассматриваю как одну из влиятельных общественных организаций, хоть и не легализованных в украинском правовом поле. Поэтому в этом статусе я не могу как бы оппонировать им. Я могу оппонировать некоторым, так сказать, линии и деятельности или решений не слов, а именно действий отдельных представителей этой общественной организации. Мы открыто об этом говорим, и мы приводим при этом соответствующие аргументы, почему мы с теми или с теми позициями не согласны. Ну, условно говоря, давайте так, вот 20 лет прошло, было же много соответствующих ожиданий и решений, с чем приехал сюда народ, и были соответствующие решения той же структуры Курултай Меджлис, и были вот более 20 лет заявлений и резолюций митингов, главных общенациональных митингов, которые нас ожидают 18 мая. Мы проанализировали решения вот этих органов и степень их выполнения. Так. И что касается внутренней дисциплины внутри Курултая Меджлиса, и что касается тех заявлений и требований, которые выставлялись от имени нации украинского государства, они не превышают 15%. Все ж таки відомо, З цим согласитися нельзя. що сьогодні в кримсько-татарському суспільстві сили, які прийнято називати вже опозиційними, вони якби роблять моніторинг діяльності Меджлісу та Курултая. Взагалі, скажіть, скільки років існує вже Міліфірка? Мы зарегистрированы в марте 2007 года, нам всего 5 лет. Можете сказати от для наших глядачів і наших гостей, що за цей період вдалося вже вам досягти? Ну, однозначно, мы когда строили нашу организацию, мы ее позиционировали как будущую, настоящую, полноценную политическую партию. Задача политической партии – это участие в выборах, в борьбе за те или иные властные полномочия. Вот впервые в 2010 году мы эту задачу решили. Мы полноценно участвовали в выборах. Да, результат тот, который мы рассчитывали, может быть, и не получили, но мы получили первые результаты. У нас есть 2 депутата городского совета в Судаке, у нас есть 2 депутата районного совета в Джанкойском районе, у нас более 100 депутатов поселковых и местных советов. Это первый наш результат за 5-летнюю деятельность. А наша партия крепнет, условно говоря. Мы поддерживаем соответствующие связи с другими общественными структурами, близкими нам по духу. Мы, например, на данный момент считаем, что главнейшая задача, без которой не будет движения вперед, не будет так необходимого более мощного единства, если мы не решим главную задачу, если мы не добьемся принятия закона, который признает крымских татар как нацию, как народ. Дякую. Отсюда мы объединили все наши усилия в Объединенный фронт и поставили перед Украиной довольно жесткое требование и так далее. У нас есть еще, вы задали, что мы сделаем, у нас есть издательские проекты, которые мы презентовали, это целая серия книг, более 8 уже мы издательских проектов, без, кстати, участия Роскомнадзора, за счет ресурсов самой нашей структуры. Вот. У нас устанавливаются связи с нашей крымско-татарской диаспорой и в Турции, и в Румынии, и так далее. То есть мы в стадии становления, я абсолютно убежден в блестящем будущем нашей партии Міліфірка. Рифат Бей, скажіть, будь ласка, як старішини сприймають цю ситуацію, коли певні громадські організації, скажімо, знаходяться в такому, я не хотів би використовувати це слово, але все ж таки конфлікті з національним з'їздом кримських татар Курултаєм та його представницьким органом Меджлісом. Як сприймають старішини, ветерани національного руху всю цю ситуацію? Я от имени Совета старейшин выражаю тоже благодарность за то, что сегодня вы пригласили нас. И хочу сказать следующее. Совет старейшин НАМУС был создан уважаемым нашим Баттал Челебиев Батталага, уже 15 лет существует. Все эти годы Совет старейшин, как и положено старшему поколению, занимал позицию консолидирующую всех, призывающую всех к единению, к прекращению всяких распри. Ибо у нашего народа, правильно сказали товарищи, одни цели, единые мысли. И они все вместе с таким огромным трудом
вернулись на родную землю. Сейчас добиваются восстановления прав, которые были до выселения. Возвращение тех, которые еще остались там, куда они были высланы. Вопрос не решается не из-за того, что кто-то как-то ставит, а не решается потому, что сверху, от кого зависит решение вопроса, они не решают. И между собой, подождите минутку, и между собой вот это думать, что как будто эти не так ставят, а это вот так ставят, из-за этого не решается вопрос, это абсолютно неправильне представлення о політичній Дякую, ситуації. Рифат. Ваша думка дуже зрозуміла. У нас є минутку телефонний ще. дзвінок. І наш- У нас є телефонний дзвінок в хорошо. студії. Алло, добрий Я вечір. продолжу потом. Добрый вечер. Так, ми вас чуємо. Вот у меня такое мнение. У Курултай Меджлиса цель, и у Милифирка цели одна цель. Правильно. Почему бы вам не объединиться и не начать работать вместе? Курултай Меджлис через международные организации добивается того же, что и вы хотите здесь добиться. Дякуємо Нужно за вместе запитання. сесть за круглый стол Правильно. и выработать общие шаги в этом направлении. Можно я Дякуємо. отвечу? Так, давайте ж дадимо Хатіджі Ханум відповісти. Да, я постараюсь и ответить на вопрос, и одновременно немножечко подытожить то, что до сих пор было сказано. Вот смотрите, есть такое изречение в народе, да, «Яңыл маған фақат Аллахтар», только Бог не ошибается. Это как бы априори все, вот истина и все. Разумеется, можно сидеть, анализировать, под перо взять и скрупулезно высчитывать, где ошибся Курултай, Меджлис, как, что было неправильно сделано. При моем уважении к членам, отдельным членам этой организации Милифирха, потому что есть люди, которые действительно туда вошли и по зову сердца, и какие-то лишения претерпели. Я не могу понять одно. Вот смотрите, столько лет, как люди переехали, и только вот в 2007 году созрела мысль создать организацию, партию. При том, что партию создать можно при определенных условиях с соблюдением требований закона, да, которые предусматривают представительство, наличие ячеек во всей Украине, не в Крыму. У нас, конечно, очень много крымских татар, которые проживают прямо во всей Украине, и можно так легко организовать ячейки в Ровно, ну, там, я знаю, еще где-то в Кировограде, ну, я не знаю, еще где-нибудь, да? Это, ну, нереально. Поэтому я расцениваю, я даже не критикую, не анализирую, я расцениваю создание такой организации, как партия, да, для нас. Это стремление получить какие-то политические дивиденды, обозначить себя и поставить себя в противовес созданному органу национального самоуправления Курултай Меджлису. Почему я так считаю? Потому что я считаю, что нереально создать, во-первых, партию крымско-татарскую. Правда, нереально. Я объективная и, исходя из положений закона, смотрю на вещи. А то, что Васфи Абдураимов сейчас назвал общественной организацией, Курултай Меджлис не является общественной организацией. Нельзя, понимаете, под рамки закона об объединении граждан вогнать съезд национальный, который избирается на основании положения. У этих выборов есть соответствующая процедура. И эта процедура предусматривает представительство от регионов и... Дякуємо, Хатіджі Ханум. У нас Да. є дзвінок в студію. Алло, добрий вечір. Салам алейкум. Алейкум селям. Хатия Ханум чуть-чуть затронул. Мой вопрос хотел задать Большибею. В том, что Меджлис и Курултай, он никогда не был и не будет, и не должен быть общественной организацией, потому что эти представители избирались народом по регионам. Я думаю, это ошибочное мнение. Если вы считаете общественную организацию как руководство Украины, Ющенко или Янукович, они всегда стремились, чтобы мы зарегистрировали как общественная организация. Что мы тогда бы решили бы? Как народ, вы сами же говорите, что как народ мы не сможем себе показать, сделать нашу государственность, потому что общественная организация не имеет только полномочий, как у народа. И от имени народа я считаю, что именно Меджлис должен интересы нашего народа. Дякуємо за такий коментар. Алі, Знаете, есть такой тезис, если не можешь победить коррупцию, возглавь ее.
если бы Милиф РК или партия Арикеты, по-моему, да, Джипарова партия, Милиф или еще Харекет партия. партия, да, и еще куча таких организаций, которые претендуют на фактический партийный уклад, действительно имели какой-то электорат, то какой смысл им конкурировать и создавать эти вещи, когда в Курултай прямые выборы, делегаты Курултая, они Ну, полностью... Поки що не прямі вибори. Не прямі. Через виборців. Ну, раньше были через выборцев. Сейчас в местные меджлисы прошли выборы. Так. Местные меджлисы прошли выборы прямыми выборами, тайными выборами. То есть, имей любая партия сейчас, конкурирующая, достаточное количество электората, она спокойно взяла бы под контроль, то есть, стала бы, возглавила бы все местные меджлисы и стала бы членом меджлисов. То есть, весь народ представляла бы уже эта сила. Или эти силы, тогда они были бы оппонирующими друг другу. Но они все отторгаются от этой системы. До речі, Василь Бей, розглядалося вами така участь в обранні делегатами Да, Курултаю? безусловно. Когда вырабатывалось последнее положение о выборах делегатов 5-го Курултая, наш председатель исполкома Решат Абылов был членом комиссии, и мы предлагали открытую, ясную программу или предложение о том, как должны и каким должен быть настоящий представительный орган. Не тот, который сегодня, а именно настоящий, когда... В чем разница? Дело в том, что, во-первых, вот до сих пор существует, ну, по крайней мере, последний Курултай избирался по сложной такой ступенчатой системе, невыборно, непрозрачно, можно это назвать сепарацией и, так сказать, отсев и отбор. Это когда в комиссиях работают люди, которые избираются в эти же представительные органы, но это абсолютно не имеет никакого отношения ни с выборной системой, ни с демократией. Я говорю на сегодняшнюю ситуацию. Это вчерашний день, потому что сегодня выборы уже прошли по новой системе, и вы об этом знаете. Выборы в местные органы самоуправления, местные меджлисы. Мы же говорим о выборах делегатов Чому Курултая. не брали участь Делегатов в виборах Курултая. Меджлісу? Нет, так А потом еще моменты есть. возьмите меджлисы в руки, следующий этап возьмите Но Курултай. если это нам будет интересно, мы возьмем, понимаете? Так Пока от нам это не питання в тому, интересно. чи є Давайте. така То есть вам не зацікавленість? интересен ваш Нариман, народ? можно Нет, я наш немножко? народ управление, интересен. Наш представление народ его интересов. интересен. А Но как? нам не интересен, Местные меджлисы не это интересна представительный та орган. общественная организация, которая сегодня Это не общественная организация. называет себя представительным органом. Это меджлис представительный орган на Это вы месте. так считаете. Органа, А правильно? много Шановні людей гості, так у не нас- считают. Тихо. Шановні факт. гості, у нас Тихо. є дзвінок в студію. Алло, добрий вечір. Алло? Алло, Так, ми вас чуємо. Алло, задавайте питання. алло, Да. кому? Говоріть Ні. питання. Види. Алло, Соля. студию, милиция, хочу обратиться я. Так. Говоріть. Я Василий говорю, Популярный. милиция, кто там, как его фамилия-то? Васфі Абдураїмов. Вовсе Абдраимов. Я вам обращаюсь. Бюрнус. Кашавиджия. Да. Бюрнус? Vopsi, Ай. ben buyurdum balam, sen buyur. Ya bak, если siz mecliste isteysiniz girmeye, siz kendi cemaate koyunuz, cemaat sizi saylasın, delegat kurultaya, ilgilinizde işleyin. Bizi darmadağın yapmanız. Сау Сагун, звичайно. Приход Ви хотіли сказати. Можно хочу мне сказать, ответить? Вроде ко мне нет, обратились, подожди. так как получается, что я как будто немного давайте, отвечу. подожди, Давайте я отвечу, подожди. да? Не, Мы не Василий. против представительного органа, мы как раз таки за то, чтобы был настоящий представительный орган крымско-татарского народа, который бы был бы вписан, признан в правовом поле Украины, бы работал. И мы предложили со своей стороны, одну из схем, как можно формировать Ви этот говорите про представительный те, орган. що обраних депутатів... Конечно, на базе собрания депутатов всех уровней, легитимно избранных, практически 99% за них голосуют крымские татары. Их более 1000 человек. Вот это, если их собрать в одно единое собрание и объявить его национальным парламентом, против такого представительного органа, извините, большая часть крымских татар выступать не будет. Можно Нариман, спросить?
Вот, Нет, давай. можно я вас спрошу, а как вы обратились к Меджлису, к Курултаю, как вам ответили и почему не состоялся диалог? И мы открыты, когда в январе, по-моему, 2011 или 2011 года Рифат Чубаров собирал собрание депутатов, избранных по квотам и по спискам Курултая Руха. Их там собралось около 300 человек. Мы туда направили нашу делегацию депутатского корпуса из 10 человек. И с трибуны обратились с предложением объявить вот это собрание, тем более, как говорят в Меджлисе, что подавляющая часть депутатского корпуса – это выдвиженцы по спискам Курултая Руха. Так почему вы не собрать и не объявить это национальным парламентом? Это был бы настоящий легитимный институт. И мы с этим открыто обратились к Хачапуряну. Я очень хочу сказать, опять я хочу, уважаемые мои младшие, мои соотечественники, я хочу опять-таки и слушателей вернуть нас в русло единения. В этих целях Совет старейшин НАМУС уже разработал конкретные предложения с обращением ко всем существующим на сегодня организациям и в первую очередь Меджлису нашему с предложением сесть за стол, за круглый стол и поговорить о существующих проблемах с ориентиром прийти к единому мнению, прекратить всякие распри на площадях, на улицах, в средствах массовой Ви информации. вважаєте, це можливо? Да, да. А кто И согласился подожди, за этот сейчас, съезд, за этот скажу, круглый стол? сейчас скажу. И в этих целях, в первую очередь, мы пошли в Милли Меджлис. Встретились, я хочу сказать, встретились с уважаемым составом президиума нашего Милли Меджлиса. Мустафа Джемилев, Рифат Чубаров, Ремзи Ильясов, Шевкет Хайбулаев. Все были. Мы сели в течение 2 часов. У нас не было разногласий. Мы пришли к единому мнению, что да, народ сегодня един в своих стремлениях. Поэтому Милли Меджлис сегодня готов идти на разговор со всеми. Дальше, после этого, пошли Милли Фирка. Вот уважаемый Васфи сидит здесь. В Милли Фирка тоже лично я выступал, правильно, да, Васфи? Я изложил все то, что мы договорились в Меджлисе. І яка була реакція? И точно так же они восприняли это удовлетворительно, положительно и дали согласие сесть за стол переговоров. Ну, а зараз Василій говорить, що хто буде сідати за круглий Дальше стіл. мы пошли. Нет, я как раз хотел, чтобы он напомнил, не забыл об этом сказать. Нариманбей. Мы пошли Совет ветеранов. Ну, в різні організації, я зрозумів. Да. Ваша Они ціль тоже- об'єднати Они тоже сказали, громадські мы об'єднання. готовы. То есть Координационный совет сказали тоже, да, готовы, и спасибо, что вы начали это делать. И вот 25-го встречаемся с группой «Народное собрание» называется. Дякую, Андрей Шитов. дякую, И ребята. тоже я уверен, они тоже дадут согласие. И я убежден, если наши мысли будут направлены на единение, все мы, наконец, перестанем друг с другом, немножко не так разговаривать, как сейчас разговариваем, я мягко говорю. Дякуємо. И мы объединим усилия, и мы добьемся очень многого. Я поэтому призываю Дякуємо. всех У нас к є этому. телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Вечер добрый. Вы меня слышите, да? Да, задавайте питання чи коментуйте. Я хотел бы поблагодарить... фамилия моя Караев Эмирасан. Я хотел бы поблагодарить Гадженова за его очень такой приятный разговор, который мы должны с этого иметь отрывную точку. А Васфи Абдураимову я хочу задать вопрос. Как же так, вот эти члены Милли и Фирка, которые идут против Милли Меджлиса, ведь они же сами были, что Джипаров в Милли Меджлисе, что Аблаев в Милли Меджлисе был. Почему же они тогда свои идеи не могли дать, а пошли против Милли Меджлиса? И сейчас идут. Не лучше ли послушать Гадженова и перейти, понимаете, к прямым переговорам и его вместе делать это дело, а не разбивать народ, как это сегодня было принято этим, как его называется, ой, забыл, как его, Балбес или Балбек, или как он? Руслан Да, Бальбек, так. извините, пожалуйста. Спасибо, ответьте, пожалуйста. Дякуємо. Значит, вот как раз-таки Народный фронт, когда объединил усилия 16, уже 17 общественных организаций крымско-татарских, мы сказали,
по призыву Гаспринского, давайте объединиться вокруг идеи и вокруг дела. Идея – это закон о восстановлении прав и реабилитации крымско-татарского народа. А дело – это обратиться, созвать общенародное легитимное собрание. Это можно сделать 18 мая. Мы предложили этот механизм, и мы сейчас его реализуем. И с тем, чтобы именно эта воля была услышана вот там, где должны приниматься законы. А ви вважаєте, що там не чули вже про це? А дело в том, что они чули, допустим, Кожен рік от одной организации, всеукраїнський от других траурний людей. мітинг приймає резолюцію, де кожен рік кажеться про реабілітацію, відновлення прав і так далі. Последние две резолюции, вы почитайте, там был, в позапрошлом году было требование созыва международного форума и в прошлом году международного форума. А так жестко, чтобы было поставлено, что принимайте закон, и вот это мнение всей нации. Так? И мы, там в этом меморандуме нету ни слова против Меджлиса, ни слова против Курултая, наоборот. Мы как раз таки, я вот сейчас, пользуясь случаем, хочу обратиться к депутатам всех уровней, делегатам 5-го Курултая. Давайте объединим наши все усилия вокруг одного единственного требования к украинскому государству, к Верховной Раде Украины, с тем, чтобы до 18 мая были предприняты все необходимые усилия и шаги, чтобы был принят закон о восстановлении прав и реабилитации крымско-татарского народа в Украине. Крапка. Дякую. Мені дуже жаль, але час нашої програми добігає кінця. Ми сьогодні запропонували нашим глядачам відповісти на запитання, чи вважають вони, що єдності кримських татар загрожує, є така загроза, знаходиться під загрозою, і вони брали участь. За проголосували 423, а ні 333. Тобто, все ж таки, деяка більшість все ж таки вважають, що загроза єдності кримських татар все ж таки існує. І я не маю вже можливості надати комусь слово. На жаль, я думаю, що ми... Часу немає. Я вважаю, що ми ще подібні програми будемо проводити і запрошувати різних людей, тому що тема дуже актуальна. Я ж в кінці програми хотів нагадати ще одну дуже відому і актуальну фразу відомого нашого мислителя Ісмаїла Гаспринського. Якщо ти хочеш допомогти своєму народу, то зроби те, що в твоїх силах, навіть якщо це щось незначне. З вами був Наріман Джилял. До зустрічі на новому перехресті.